Всем привет и добро пожаловать на мой канал. Сегодня мы продолжаем нашу любимую игру Сома. Мы остановились на таком странном моменте. Здесь, я не понимаю, кто-то там лежит, походу. Сейчас надо будет нам к нему подойти. Мы пришли в прошлой серии из этой части. И все, больше вроде здесь ничем нельзя контактировать. О, письмо. Не дотрагивайтесь до протекшего структурного геля. Протекшего. Я не могу определить его воздействие на НИО. О проблеме сообщено ответственному инженеру по эксплуатации волчек. Окей. Это вот до вот этих штук нельзя дотрагиваться. Эй, вы меня слышите? Опа. Походу нам надо отключить питание, что ли, в этой штуке. Радиосигнал заблокирован, недостаточно энергии. Понятно пока что. Давайте вытащим. Не надо. Мне это нужно. Почему? Все хорошо было, я была счастлива. Я не могу обратно вставить, прости. Я не могу вставить обратно, прости. А это надо отключать? Нет. Ой. Так. Ой. Ой. А, все, я понял. Так, мы что-то активировали, походу, это... Дверь или что это? Что происходит? Вау. А нам надо убегать или что? Что делать надо? Так, система связи включена, двери открываются. Двери еще пока открываются. О, что это? Что происходит? Эй, тут кто-нибудь есть? Эй, вы меня слышите? Слышу вас. Эпсилон, что происходит? Я не знаю, я тут вроде как только очнулся. В комнате прямо сейчас. Там сиденье было, шлем. Правда? Как вас зовут? Саймон Джаред. И что вы... сигнал чертова передатчики. Где вы сейчас? Где-то передается ток, то ли электростанция, то ли трансформаторная. Вы, наверное, где-то на ТЭС. Вам надо подняться по лестнице в центр связи. Комната с куполообразным... Слушайте, тут вообще какой-то ужас творится. Эй! Извините, не слышала, мы потеряли еще один передатчик. Послушайте, вам надо наверх в центр связи, я буду там. Наверх? Центр связи? Вау. Что же здесь случилось? Система работает. Как будто какая-то живность поселилась на этом непонятном, что это, корабль или планета какая-то. Что-то захватило это место. Как будто бы так. Они чем-то заразились. Ой! Ой, я не думала, что она подо мной сломается.
Воу, воу, воу. Что такое, что такое? Я слышу кого-то. Вау, это кто? Мы первый раз увидели монстра какого-то. Он, походу, застрял. Он похож на какого-то Амогуса. А, нет. Смотрите-ка. Он похож на тех, которые валялись до этого на полу. И висели. Он какой-то другой, типа, зараженный, наверное. О, боже мой. Он меня может убить. Он что, сюда идет? Ёлки-палки. Воу-воу-воу. Так, а куда нам надо идти? Нам надо наверх, она сказала. Тихо! Ты что шумишь? Тихо! Бежим, бежим, бежим! Бежим, бежим, бежим! Ая! Шутка, шутка. Я же опустила эту штуку. Что дальше-то? Что это? Что я делаю? Я не понимаю. О нет, только не иди сюда. Нет, нет, нет. Вау! Вот сволочь. Вау, он меня вырубил. Давай, 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 беги, беги. А, нет, ладно. Мы умерли. Ладно, не получилось. Давайте еще раз попробуем. Так, здесь не работает. Так, тут можно будет упасть. Можно, оказывается, упасть там и тут. Все, я понял. Там, значит, что-то надо активировать, я так поняла. Что-то, ну, непонятно что. А куда наверх и как туда добраться, я пока не понимаю. Так, он стоит. Куда он бежит? Куда идет? Вот он. Так, может, нам по этой лестнице надо пройти? Ой! Давай быстрее! Палки. Все, вон там внизу все. Жесть. Воу, тихо. Так. Это какая-то опять... Ох, черт. Плохо дело. Я вырубился. Эми? Роджерс? Ребята, вы меня слышите? Мне помощь нужна. Эми, это ты? Что стало с местом пилота? Ты меня видишь? Что здесь вообще происходит? Объясните мне. Я слушаю, вы здесь ходите. А вы кто? Вы слепой? Это я, Карл. Карл Сенкен. Объездчик. Что, не знаете такого? Я вообще-то нет.
Ну, спасибо, вы мне очень помогли. Я же тут на полу не валяюсь чего-то, чего там. Вы человек? Блин, что, по телу незаметно? А я-то скрыть пытался. Да, я человек, а вы? Меня зовут Саймон. Вы что-нибудь знаете об этом месте? А, вы новенький? Ну, тогда понятно. Слушайте, я ранен. Как вы заметили. Если увидите кого-нибудь, скажите им, что я тут. Ты не похож на человека. А где вы находитесь? Вы серьезно? Я же тут, видите, машу. На руки посмотрите. Привет. Понял, я вас не вижу, я вижу машину говорящего робота. Вы куда там смотрите? Я тут. Видите? Понял. Я просто не ожидал, что вы вот такой. Вы зациклены на внешности, вы это знаете? Как вы поранились? Точно не знаю. Вырубился надолго. Не могу вспомнить, как я сюда попал. Ну а что вы помните? Я был на месте пилота, управлял УП. Универсальный помощник. Ну это робот такой, вот как они, только быстрее. Короче, я работал с тепловыми экранами и потом ничего не помню. Вы дистанционно управляли роботом? Мы все время так делаем. Роботы сами совсем не справятся. Микросхемах интуиции нет, знаете ли. Может, вас кто-то как-то затянуло в робота? Да, разум прочно с ним связывается, но нет, это вряд ли. Он что, не знает, что он робот? Он на себя посмотреть не может? На свою руку хотя бы там. Слушайте, я не хочу вас пугать, но мне кажется, что вы попали в робота. А я вам говорю, проверьте зрение. Я тут. Я вижу обе свои руки, обе ноги. Когда управляешь, видишь только видео с робота. Свое тело при этом не видишь. Чего? Если других увидите, скажите им, где я. Найдите кого-нибудь, кто может помочь. Понятно, короче. Я не вынесу, прошу вас. Ой. Ой, простите. Вы помогите. Ладно. Так, вот еще какая-то комната есть. О, понятно. Так. Тут какая-то была то ли аптечка, то ли что. Ой. Смотрите-ка. Скетч. Опять чьи-то рисунки. Какая-то, смотрите, штука опустилась, походу. Типа, я же говорю, это какие-то инопришеленцы. Давайте снова так сделаем. Может, это на что-то повлияет? Так. Ой. Мы пока здесь ничего не знаем. Запущен процесс блокировки. Подробности на терминале. На каком терминале? Так, может, сюда сначала пойдем тогда? А, вон, смотрите, еще есть. Тут еще вроде... А, нет, мы отсюда пришли, кажется. Опа. Мы перекрыли все от казарм до центра связи. Если кто-то туда еще зайдет, ему немало придется повози... Карл! Беги. Вау. Отвали от меня. Ты, дерьма кусок. От кого-то они все убегали и прятались. Непонятно от кого. Так, а что у нас здесь? У нас здесь только этот робот какой-то непонятный и все. Ничего больше мы ни с чем не можем взаимодействовать. Тогда пошлите сюда. Здесь какой-то труп лежит чей-то. О май гад. О боже, он мертв? Он мертв. Семкин Карл. 0722. А, вот может...
По этому ID можно будет зайти. Ну-ка. 0722. Ноль семь. Вы вошли как Карл Семкин. Так, это ладно. Прогорание теплового экрана, про перегрев турбины, разрешение канала, наплата от подземного толчка. Ничего не понятно. Что вот это все значит? Так, ладно, я пока ничего не поняла. Наверное, нам это не надо. Тут, смотрите, еще и спуск вниз. Погодите, я же... А, нет, я отсюда пришла же. Точно. А, значит, нам надо... А, тут не работает. Ладно, пойдемте сюда. Может, здесь что-нибудь есть? Тут... Там закрыто. Так. Этого все не надо вроде бы. О, здесь вода. Тут надо, наверное, откачать, может, надо. Ой. Не знаю, не сработало вроде. Нет, это не работает. Наверное, надо сначала воду откачать. А потом сливать, открывать дверь. Так, ну там закрыто. Получается, может быть... Нет, тут закрыто. Может, у этого чувака есть что-нибудь еще? Нет, вроде ничего нет. Так, ну тогда, наверное, надо отключить его воду. Когда мы его отключим, может быть, что-то заработает. Прости, 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 прости. Прости, прости. Так, ничего нельзя здесь сделать. Прости. Может, там что-то откроется. Нет. Ничего не умирает. Надо что-то сделать. Что-то надо сделать. Я не понимаю. Так. Нет, ничего не поменялось. Все как было, так и осталось. Нет. Ничего не меняется. Ладно, ладно, все. Вы как? Вы меня слышите? Эй. Походу все. Завис. Так, ну мы... Так. Центр связи, электростанция, завод, администрация. А где мы находимся? А, вот you are here. Угу. Shuttle station. Assembly B.
Так. Непонятно пока. Может, я что-то невнимательно посмотрела? 07:22. А вот, смотрите. Так, кому? Волчий Хизер. Тема на автоматизации Эпсилон. Мы закончили работу над энергокомплексом, перекрыли доступ к фабрикам, чтобы завод мог работать. Все системы не первостепенного значения отключены. Если кто-то решит вернуться, пусть знает, что регулятор потока энергии работает на честном слове. Если его отключить, то включить обратно уже вряд ли получится. Мы уходим отсюда. Карл. Почта не отправлена, не удалось установить связь. Так, вот, управление питанием. Ага, недостаточно энергии. Найдено решение отключить одну из выделенных секций, чтобы направить энергию в центр связи. Вот. Складское помещение мы открыли. И регулятор потока. Складское помещение. Оно было закрыто, да? Не, это не то. Мы что-то там открыли, походу. Да, вот. Оно было закрыто. Так. Внимание! Мы нагрузили систему до предела. Если вы дернете за этот рычаг, пути назад уже не будет. Делайте это только при крайней необходимости. О, боже мой. И все, мы обратно не можем это сделать. Так, прошло сохранение. Этот монстр тут, что ли? Тета, не выходите. Мы перекрыли Эпсилон, чтобы никто не мог помешать работе станции. Не открывайте дверь. То, что произошло с Карлом, это не моя вина. 07:35. 07:35. Ну, я не думаю, что монстр будет ходить здесь. Потому что здесь очень узко. Ой, ёлки-иголки. Чего? Да ты чё, смеешься? Я только сказала, что ты тут ходить не будешь. Можно как-нибудь спрятаться в шкаф, не знаю. И чё, он сейчас сюда подойдет, что ли? А как прятаться-то? Я же не смогу спрятаться от него. Я думала, в таком узком помещении он не будет находиться, как бы, потому что отсюда невозможно сбежать. Так нечестно. Сейчас ждать, пока он поднимется. Он вообще поднимется сюда? Ноль семь 35. Блин, а я не заметила это. Надо было этот использовать. Смотрите, он ушел куда-то. Не застревай, пожалуйста.
Вот поэтому здесь какие-то ящики. Все понятно. Ну, 7:35. Да, с монстром, конечно, сложнее будет. Жаль, нельзя закрыть эту дверь. Он умер. Ого. Он что, сюда идет? Да блин, да ты ладно. Ты как меня видишь вообще? 0,7. А, он, смотрите, он не спускается по лестнице, оказывается. Он, походу, звуки слышит какие-то. Но не видит, наверное. Хотя нет, видит и слышит. Еще что-то говорит. Непонятно что. Так, вот эта дверь была закрыта. Давайте сюда зайдем. Краткое сведение. Чернешка — это прецизионный прибор для наблюдения за состоянием вашего организма. Блин. Ёлки-палки, он реально слышит. А нет, все, он ушел. Так, это прецизионный прибор для наблюдения за состоянием вашего организма. Он измеряет широкий диапазон показателей от температуры тела до мозговой активности. Эта информация постоянно передается НИУ, наблюдающей системе ПАТОСа-2, чтобы станция могла обеспечивать вам подходящую рабочую обстановку. Устройство будет работать максимально эффективно, если вы последуете инструкции к автоинъектору. Только так вы сможете быть уверены, что имплантант используется правильно. Что это мне дало-то? Я не могу это взять. Блин. О. А чё к чему мне эта информация? Волчик Физер. Тема автоматизация Эпсилон. Нам удалось связать что-то там. Между собой почти все резервные трубокомпрессоры и активировать все генераторы. По идее, Эпсилон может функционировать еще минимум 10 лет. Прежде чем начнут, заткнись, прогорать трубы, есть и плохие новости. Ситуация с машинами все хуже и хуже. Мы намереваемся их все отключить, но учитывая, сколько их на Эпсилон, вероятность успеха мала. Я боюсь, они могут как-то помешать производству энергии после нашего ухода. Есть какие-нибудь идеи? Я что-то открыла, я открыла вверх, походу. Да, я открыла этот чердак или что это?
Так, все, мы забрались наверх. Ура. Обнаружены испорченные данные файла. Восстановить их. Данные частично восстановлены. Ага. Йонси, как там эвакуация? Вы все собрали к выходу готовы, но оставлять что-то там Адамс решил оставить Эми Азара и Карла Сенкина, чтобы те выполнили автоматизацию. То-то они, небось, рады. Я просто сообщить хотела, что все по графику, завтра еще поговорим. Хорошо, передам все волчок. Йонси, славное утро для эвакуации, да? Сойдет. Я хотела представить тебе Эми и Карла, когда я отправляюсь на Тету. На связи будут они. Поздоровайтесь. Привет, Тета. Привет. Привет, ребята. Я Питер Страстский, диспетчер на Тете. Если смогу чем-то помочь, дайте мне знать. Вот и все, пожалуй. Скоро увидимся, когда прибудем. Хорошо, Йонси. Удачи тебе. Эй, алло, Тета. Эпсилон, в чем дело? Нам нужна прямая связь с Хизер, то есть инженером по обслуживанию волчек. Прямую связь установить почти невозможно. Ретрансляторы Лумар сейчас практически не работают. Можно отправить сообщение через центр связи, и я, если что, здесь практически всегда могу передать вручную. Понимаю, система хреновая, но вот так вот сейчас. Ладно, пока что справимся. До связи. Алло, Питер, да? Я тут. В чем дело? Мы уходим. Я хотела передать, что сегодня будут закрывать центр связи, так что больше мы на связь с вами не выйдем. Если через пару часов нас не будет, высылайте кавалерию. Подождите, что происходит-то? План прежний остался? Да, мы идем к шаттлу и едем на нем прямо до Тетты. Ладно, понял. Спасибо, соберу людей для торжественной... Что-то там. Рад это слышать. Я не успеваю, они так быстро говорят. Зачем так быстро? Можно помедленнее. Нью-Йорк. Статус отключен. Последний контакт 10 января 2103 года. Сообщение. Йонси, офис закрывается и всех эвакуируют. От имени всех работников хочу сказать, что для нас была большая честь работать с вами, Эпсилоном. Удачи вам в надвигающемся апокалипсисе, Бен. Да, я хочу почитать. Лиссабон, главный. Статус отключен. Последний контакт. Ага. Сообщение. Очередной доклад по оборонительным мерам. Последние усилия мирового сообщества по предотвращению столкновения потерпели неудачу. ПАТОС-2 должен предпринимать все меры для того, чтобы справиться с землетрясением, которое неизбежно последует после удара. Примерное время столкновения 05:13. Лис. Так, Лондон. Последний контакт 11 января. Дорогая Вигдис Йонсдотир. Господи. Я с печалью вынужден уведомить вас, что наш офис закрывается и больше не может поддерживать работу Эпсилона и ПАТОСа-2. Хочу воспользоваться этой возможностью, чтобы поблагодарить вас, вашего начальника Джейн Адамс и весь остальной коллектив. У вас потрясающая группа. Я уверен, что там, где потерпели неудачу мы, вы продолжите наше дело, не страшась трудностей. Искренне ваш директор системы Джеймс Блум. Кадис вспомогательный. Так, сообщение. Йонси, я знаю, что у вас гораздо больше шансов выжить, но зато у нас место в первом ряду. Салют. Что за салют? Так, тут ничего нет. Тут надо что-то активировать. Там опять какая-то... Ага, не могу. Ну да, внизу какой-то паразит. Ладно, все. Опять дотрагиваемся. Это как получить синяк и потом постоянно его трогать. Все время трогать. Вот ты знаешь, что тебе больно, но ты все равно трогаешь. Эпсилон 99. Ой, что это? Омега, устанавливается связь. Ошибка связи.
Так. Ну, давайте по порядку делать. Фи. Устанавливается связь. Ага. Ой. Тау. Ага. Так. Наверное, эпсилон, скорее всего. Но... Омикрон. А коронавирус будет? Убей себя. Больше жить незачем. Я не хочу себя убивать. Дельта. Так. Тета. Здесь есть кое-что получше. Вот. Эпсилон. Невозможно вызвать абонента станции Эпсилон с пункта связи станции Эпсилон. Ну, тогда вот это осталось. И, скорее всего, это она. Но нам же надо было все посмотреть. Лямбда. Эй, вы там? Я нашел купол. Так-то лучше. Вы Саймон, да? Джаред, Саймон Джаред. Здравствуйте, я Кэтрин. Вы уже разобрались, что происходит? Я надеялся, вы мне расскажете. Может, и смогу. Что вы хотите знать? Да, много чего. В смысле, где это я? Как я сюда попал? Почему тут роботы говорят, как люди? Ну, вы, очевидно, на Эпсилоне. Вы там раньше были? Где вы работали? В Гримуаре, город Торонто. Это так важно? Нет, на Патосе 2. Вы где работали? Я не знаю, что это такое. Неожиданно. Вы прибыли сразу из Торонто? Да, все было очень неожиданно. Вы людей видели? Персонал, техников? Только роботов, сумасшедших. Кроме одного. Кажется, он назвался Карлом. Он был в норме, но я, по-моему, случайно убил его, отключив питание. Ну что ж, роботы ничего не чувствуют, так что да. Что это было? Эй, что происходит? Тут, кажется, все скоро рухнет. Что мне делать? Саймон, вам нужно на Лямбду. А как туда попасть? Все станции соединяются из шаттлов. Найдите шаттл, переезжайте, я буду ждать. Черт, куда мне? Что делать? Твою мать. О нет, я надеюсь, мы не умерли. И сейчас такое сообщение выходит. Юдет. Опа. Я могу шевелиться. Что? Какого черта? Как такое возможно? Это безумие. Может, мы вовсе не человек, а робот тоже. Так, я вижу, кажется, дырку какую-то. Вау. Вау.
Как жалко, что он не может отталкиваться и плыть куда захочет. Лямбда. Найти шаттл на лямбду. Ага. Так. Работает? Ага. Не работает. Ну ладно тогда. Так, ну, наверное, тогда разберемся уже в следующей серии, в следующей части. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Если ждете продолжения, то пишите комментарии, понравилось ли вам прохождение мое или нет. К критике я отношусь хорошо, поэтому можете что-нибудь написать. И все, всем спасибо и всем пока.